Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Встретите ли вы мужчину, нового мужчину для стабильных серьезных отношений до конца лета? Если эта тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о том идеальном мужчине, которого ждете, загадайте на него. Если вы готовы, я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, встретите ли вы человека до конца лета. Ну, кто со мной уже давно, сразу видит ответ, что да, ответ стопроцентный да, вот по этой картинке. Я к ней вернусь позже, я буду идти снизу вверх. Очень хорошие новости вас ждут, мои дорогие, и все самое лучшее будет у вас впереди. Но здесь меня немножечко смущают вот эти волны. Волны, которые сейчас у вас происходят. У кого-то отношения есть, и у кого-то эти отношения достаточно болезненные. Кто-то разорвал отношения, но все равно между вами не перерублена эта связь. Все равно между вами как будто бы вот такие путы, огромные железные путы, которые периодически накаляются и обжигают вас. Вот как хотите, вы можете расстаться, не знаю, там вчера, а возможно, вы расстались год назад. Но болька от этих отношений, она до сих пор есть. Причем она как будто бы, вот казалось бы, да, время лечит, а у вас наоборот, она как будто бы обостряется, с каждым моментом обострение идет. Я скажу вам такую вещь, что ваши отношения, которые были разорваны, они, во-первых, были разорваны нездоровым образом, это не было здравое решение двух людей расстаться, это была чья-то злая воля, вот как хотите, хоть это и общий песок, но тем не менее, я это вижу. И вы сейчас, в сегодняшний день, еще раз говорю, неважно, когда расстались ли вы вчера, либо расстались вы там 3 года назад, у вас вот по ком сердце болит, знайте, что там расставание было нечистым, там вас именно развели, рассорили, разделили, разрезали даже, я бы так сказала. И вы, мои дорогие, вот негатив, да, он никуда не девается, он все равно находится с вами. Здесь нужно немножечко себя почистить. Перед тем, как вот эта картинка осуществится, почистите себя, потому что вам эта картинка все затмевает и все вам забивает. Да? Вот смотрите, вот вышел даже нож такой, видите, большой нож. Вот ручка ножа и вот лезвие ножа. Вам нужно отрезать вот это прошлое болезненное. Видите, 2 человека, которые вот такие вот, ну вот вы, как у вас и ручки покорябленные, да, и ножки, вот вас как будто бы в стиральной машине перекрутила. И вот она ваша дорога, которая оборвалась. Вам нужно себя почистить. Вот как хотите. Мужчина, хотите его почистите заодно, бывшего там своего, кто вам боль причинил. Но больше, конечно, за себя нужно постараться и наконец-таки разорвать вот эту вот ниточку лунную, которая вас, извините меня, ранит и жжет постоянно. Как чиститься? Во-первых, каждый выбирайте себе тот способ, который вам по душе. Вы можете почиститься и солью, и свечами, и в святую купель, если есть возможность, да, окунуться и очиститься. Вы можете пройти пост, исповедаться, вы можете читать псалмы, вы можете делать ритуалы. Вот что вам по душе, то и делайте, что вам подскажет ваша интуиция. Но то, что нужно отрезать, вот это вот все дело, это 100%. 100% нужно отрезать, потому что мешает, вам не дает это идти в будущее, не дает вам получить счастье от отношений и счастье в любви. Так, дальше. С ножом мы разобрались. У вас еще какие-то, я не знаю, как это там правильно сказать, может быть, истории ваших близких, либо ваших подруг. То есть что-то не дает вам покоя, какой-то страх ошибиться, какой-то страх недоверия вообще, да, вот так вот, недоверие к мужчинам, что вот, дескать, мужчины обманщики, значит, и меня обманут. Всех обманут, типа и меня обманут. Вам поменьше нужно слушать такие грустные истории, а больше слушать истории там, где вот хэппи-энд, да, когда все друг друга любят, когда у людей все получается и все замечательно, да, когда есть и настоящая искренняя преданная любовь, и вопреки всем преградам люди вместе и выстраивают прекрасные отношения. Вам нужно именно туда и выслушивать именно такие истории. Смотрите, у вас есть слон, вот он слон, такой худенький, правда, слоник, но хобот смотрит вверх, и на этом на слоне, да, как
старинные представления о Земле, да, что Земля стоит на 3 слонах, а 3 слона стоят на огромной черепахе. И все такое. Вот у вас на слоне будет строиться ваши отношения. Ну, что я могу сказать? Либо это будет какой-то роман, связанный с работой, с делами, может быть, даже с какими-то приобретениями, чего бы то ни было. Возможно, при устройстве на работу, либо новая работа какая-то. То есть здесь дела могут быть даже, купля-продажа чего-то. Вы при этих условиях познакомитесь с этим человеком, с которым у вас будут отношения. Человек идет в вашу жизнь стабильный. Человек, который многое уже в жизни повидал. Скорее всего, может быть, у него, так как и у вас, тоже были не очень хорошие воспоминания, либо есть, да, воспоминания о прошлом. Возможно, даже у него есть какие-то обязательства перед этим прошлым. Не исключу, что и у вас тоже, например, есть ребенок. Но этот человек, он опытный в отношениях, он опытный в семейных отношениях. Этот человек знает, как, во-первых, общаться с женщиной, как ее заинтересовать, что женщине нужно, как выстраивать отношения, что требуется от мужчины в отношениях. То есть здесь проблем в этой части у вас не будут. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что, ну, скажем так, вот эта вот крыса какая-то тут бегает. Возможно, у вас будет конкуренция за этого мужчину с кем-то. То есть будете вы и еще какая-то дама, да, претендовать на одного и того же мужчину. Возможно, даже это не есть конкуренция в чистом виде, возможно, у него там какие-то знакомства есть, да, и вы будете вот неадекватно реагировать в плане того, что, ну, а вдруг это какая-то его любовница, да, либо это какая-то дама, с которой он там выстраивает отношения. Может быть, даже она может вас провоцировать и что-то вам такого плана там говорить, да, что мы типа у нас все хорошо, у нас там все свадьбе идет, а ты откуда взялась, иди куда-нибудь спрячься. Но я вам советую все проговаривать с ним. Вот все непонятные вопросы и моменты просто проговаривайте с ним. Так вы сможете с ним и отношения наладить, так вы сможете с ним и ближе сойтись, и он будет вас, ну, действительно считать и адекватной, разумной женщиной, которая не идет там, да, по пути малолетки, а именно все, ну, проговаривает, все узнает напрямую из первоисточника, так сказать, да, не через кого-то, не от кого-то, а из первоисточника. Между вами любовь. Видите, между вами любовь и счастье, между вами желание навести мосты, между вами желание построить действительно стабильные, крепкие отношения. С его стороны, ну, здесь полный, вот даже слон, смотрите, смотрит в его сторону, да, хобот идет в его сторону. С его стороны будет никаких преград, вернее, не будет, и будет лишь только желание помогать, быть в стабильных отношениях. Этот человек действительно может вам помогать не только словами, но и делами, финансово может помогать, да, в каких-то вопросах, в каких-то делах, даже вот там денег банально может дать, да, либо что-то за вас там заплатить, оплатить, ну, сами понимаете, да, у каждого своя история. А вот вы вот с вашей стороны прям тяжело все будет идти. У вас месяц вышел, вы будете сомневаться, вы будете переживать. И здесь прям какие-то такие тревожные настроения будут у вас. Он, не он, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Вот эта крыса опять-таки вышла, да. Плюс еще подозрения по поводу его какой-то прошлой жизни. То есть у вас какие-то сплошные накрутки идут. Мои милые, режьте, вот режьте как хотите. Если вы понимаете, что встретился адекватный, хороший мужчина, а я веду себя, извините меня, как истеричка, то понимайте, что это не вы говорите, а вот тот негатив, который вас разделил с вашим бывшим. Нужно чиститься, нужно меняться, нужно бороться и сопротивляться вот этой ситуации. Мужчина идет очень хороший. С этим мужчиной будет спокойно, стабильно. Здесь не будет прям какой-то огонь и искры. Нет, здесь будет, конечно же, и страсть, и эмоции, все будет. Но все идет вот прям, знаете, как ну вот четко по плану, да, вот нету никаких разрывов, нету никакой шероховатости. Все гладко, все ровно, ни к чему прикопаться. Может быть, вас будет это настораживать. Может, вы привыкли к таким деструктивным отношениям и проблемным мужчинам, и вам сложно будет понять, что да, вот есть такие идеальные мужчины, которые и взрослые, и самостоятельные, которые могут вам помочь. Так что, мои милые, проработайте немножечко себя и понимайте, что этот человек, он, конечно же, не
как говорят, стопроцентный вариант, да, выбор всегда остается за вами, но человек достойнейший. Не ждите каких-то быстрых поворотов в этих отношениях. Здесь все будет именно как-то стабильно, выверено. Да, может быть, где-то уж слишком идеально, но с другой стороны, таких отношений у вас еще не было. Настолько спокойных, настолько, ну, в плане, да, предсказуемых, конечно, они будут для вас беспокойны. У вас вообще почему-то мне вот идет, что все отношения какие-то беспокойные. А, кстати, еще вот этот ваш бывший, вы постоянно будете либо о нем думать, либо вспоминать, либо даже сравнивать. Но здесь сравнивать нечего, тут как небо и земля. Да, вы это поймете. Но тем не менее, я считаю, что виной всему вот тот негатив, на который вы нарвались в прошлом. У кого-то это будет магия, да, кто знает за собой, а у кого-то именно очень сильное психологическое давление, просто уничтожение психологическое. Вот так бы я сказала, да, куда психологическое орудие к вам было применено, оружие. Поэтому, мои милые, пролечите себя, прям в энергетическом плане пролечите. И идите в светлое, счастливое будущее. У вас обязательно будет встреча, у вас обязательно будет знакомство. Ну а к чему это все приведет, конечно же, решать только лишь вам. Я вижу, что и мужчина к вам серьезно настроен, и вы будете его рассматривать в серьезном таком, знаете, в порыве, да, чтобы вот и жизнь связать, потому что вам будет нравиться все в этом человеке. Его стабильность, его уверенность в завтрашнем дне, и то, что он уважает вас, и то, что он с душой к вам относится. То есть подумайте, решите. Мужчина очень-очень неплохой. Я рекомендую. За вас я очень рада. Но, мои милые, помним, да, про вот эту ситуацию вашего прошлого. Вот кто за собой знает, что болит, кто за собой знает, что до сих пор сердце не успокоилось, это вот 100% вот ваша ситуация. Нужно с этим бороться и нужно это все разрывать. Нужно выходить, очищаться от этого негатива, который из прошлого вас, извините меня, заковал. Ну так вот, мои милые. Так, на этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.